Госкомитет нацбезопасности дал разъяснение относительно майнинг-ферм. ГКНБ проводит постоянный мониторинг и анализ возможных рисков в деятельности энергосектора, что говорит о возникновении на территории страны систематических незаконных подключений майнинг-ферм к электросетям государственных энергокомпаний. Так, с 2017 года резкое повышение роста курса криптовалюты по отношению к доллару породило целую волну майнеров, которые используют относительно дешевую электроэнергию в Кыргызстане. Следует отметить, что майнинг-фермы потребляют большой объем электроэнергии. С их увеличением, соответственно, потребление электроэнергии за счет майнинга возросло, что стало одной из причин, которая привела к энергокризису в стране. Для сравнения, майнинг-ферма с устройством в количестве 10 тысяч штук потребляет в среднем 408 тысяч киловатт электроэнергии в сутки, что равно потреблению электроэнергии одного района с населением 40 тысяч человек. Учитывая возникающий дефицит электроэнергии в республике, приказом Нацэнергохолдинга введен временный запрет на выдачу технических условий на цели майнинга. Несмотря на это, майнинг-фермы продолжают подпольно осуществлять свою деятельность, когда идет нехватка электроэнергии целому населению страны. Особо отмечается, что деятельность майнинг-ферм за счет альтернативных источников энергии не является нарушением закона, и временный запрет по отношению последних не распространяется.